Че, домой? Домой. Якутск. Якутск. Давай Якутск. Радость от окончания гонки ничто по сравнению с радостью Димы, который очень счастлив, что ничего не сломалось, ему не надо сегодня ночью ничего делать. Димон красава. Парни моются. Соревновательная часть RFC Гранд-финал закончилась. Сегодня состоится церемония награждения и торжественный ужин. Вот сейчас мы помоем машину, сами помоемся, немного отдохнем, поедим. И, конечно же, нет, есть не будем, потому что будет ужин. Ваня, сейчас в Якутске минус 41 градус. Ты хочешь домой? Да. Я все горю вообще. Побыстрее бы охладиться, насладиться этим. Да, мы ждем автомойку, там колумбийцы моются. Вспомнили про арбуз, который купили вчера, он лежал в машине. Как раз в тему. Только ножик у нас маленький. Да. Как раз на 4. Спасибо. Коктейль из картофель такой сочный, да? Так, наконец-то машину домыли. Мы, наверное, где-то здесь час точно, если не больше. Руля влево, чуть-чуть. Нормально? Нормально. Ну все, машина готова к отправке. Сегодня будет загрузка на автовоз, далее в контейнер. Идет загрузка автомобилей, двигается в Куала-Лумпур на автовозе. Завтра мы на автобусе поедем туда же. Все, я уже все. Вообще только впритык, у нас 5 минут до начала. Только машину поставили в очередь на погрузку. Вот так вот. Коста! Я ready. А? Что говоришь? Футболку я не ношу. Чуть-чуть проехали наш поворот. Разворачиваемся. Нет, это флаги. Просто... О, как круто. Вон наши сидят, стол российский. Направо? Направо. Класс. Какая красота. Болельщиков
Давай два слова, как все прошло. Волновательно. Валера, можно тебе пару вопросов? Давай. Как тебе соревнования? Хорошо. Как будет быть соревнование, когда ты выиграешь его? Конечно, хорошо. Лучше всех. Что больше всего запомнилось в этом году? Ну, скажем, в этом году были большие изменения, скажем, в самих соревнованиях маршалов, да, в организации соревнований в лучшую сторону, скажем. Уже давно пытались достучаться, скажем, до организаторов, и наконец-то, скажем, Женя Коваленко, скажем, наш самый главный куратор, скажем, РФС Дальнего Востока, скажем, достучался до Льюиса, и пошли изменения в лучшую сторону. То, что мы изначально хотели. Чтобы больше уделяли внимание спорту. И все в этом году отлично. Hadirin diminta untuk terus berdiri bagi menyanyikan lagu negaraku. Selamat Sultan. Этот год отличается от многих других именно по организации. В этом году было уделено особое внимание подготовке маршалов, подготовке СС. Были изменения в регламенте, отменили Twilight Zone и сделали упор на секции, так как машины спортивные, нужно соревноваться, нужна спортивная борьба. Повесили на каждой секции информационный лист, то есть это очень здорово. Каждый спортсмен, каждый участник из медиа может посмотреть текущие результаты, выложить это все в соцсети. То есть это дает возможность болельщикам болеть здесь и сейчас, то есть присутствовать в гонке. В этом году была команда из Приморья, с Сахалина и Якутии. Выбор был сделан осознанно таким образом, для того, чтобы люди приехали и в регионах могли рассказать, что здесь происходит, как происходит, чтобы в регионах поднять это движение и на будущее спортсмены готовились и приезжали сюда на гранд-финал. И твои пару слов про команду из Якутии, ну, то есть твое мнение. Очень позитивные ребята, очень позитивные ребята. Очень обидно, конечно, что машина немножко подвела, но ребята не падали духом, прямо удивительно, насколько они позитивные. Очень здорово, что они здесь доехали до финиша, даже с таким результатом, который у них есть. Я думаю, в будущем они построят машину, запал у них хороший, и мы рано или поздно увидим их на чемпионском месте. Salam sejahtera. Good evening, participants of RFC Kerseda 2019. For your information, team they travel 3,000 kilometers from Yakutsk, the coldest place, the coldest city in the world. 3,000 kilometers driving on ice, go to Vladivostok, Vladivostok fly to Kuala Lumpur.
3,000 driving, 6,000 flying. But most unique 4x4 goes to 106, Team Yakutia, Russia. 106, Kim from Yakutia. The vehicle has a mega cruiser axle and it's a low vehicle and very broad. So fantastically well modified car 106 from Yakutia, Russia. As we know, the coldest place on earth, and normal temperature for 9 months of the year is between minus 25 to minus 75. And in summer, on a very hot day, it's minus 5. There's Yakutia. Champion from prototype petrol category goes to Team 105, Team Premium, Russia. 105. Okay, apparently, unmanned and racing in Russia. Шикарные. Набрались опыта, колоссальный, можно сказать. Я уже волнуюсь за этот сумку, который это уже отстали, конечно. Саня, у тебя как? Все отлично, все окей. Конечно. Четко, ясно. Давай, все, удачи. Будем в Монголии, позвоним. Впечатления вообще восхитительные, опыта набрались колоссального, поэтому мы довольны вообще вполне. Мы собрались как раз строить машину, перед этим мы купили запчасти, приехали сюда, насмотрелись всего. Сейчас мы приедем домой, у нас есть мосты, у нас есть машина, у нас есть всякие разные ингредиенты. Все, мы сейчас все это сварим, борщик. И, наверное, мы вернемся на следующий год все-таки. Отлично. Ну и ваши, может быть, пожелания, советы какие-то людям, которые хотят приехать, допустим, поучаствовать в RFC из России? Угу, давай. Не ставьте один UZ трамблерный, и все будет у вас тип-топ. Один UZ трамблерный не ставьте, да. Больше пожеланий нет. Все хорошо работает, кроме мотора. Мотор нас, конечно, подвел. Ну и штехно-барабан. Я советую поменять на гиглипин. А так все круто. Это все поломки, которые были у нас. Они нас вымотали просто. Круто. Ну, просто в шоке. Ехали за впечатлениями, но, честно говоря, я не ожидал, что так будет тяжело, вместе с тем и интересно. Нашли очень много друзей, новые знакомства.
во-первых. Во-вторых, поняли для себя на следующий год, дай бог, поедем, что мы будем делать с собой, с машиной, с командой. Ну, как-то так. Так, из Яркова мы никогда в жизни, то мы до этого ездили только в трофях. И в трофе ты выбираешь себе, как проехать получше, побыстрее и оптимальнее, чтобы довести тачку. А так как мы здесь кончали машину, довезла. Потому что, там переворот, то понятно, бог с ним, это наша ошибка. А даже когда ты работаешь без ошибок на секции, то это все равно подразумевает уничтожение машины, просто уничтожение. Дубасить на полной третьей, с открытой третьей по камням, по речке. То есть мы такие моменты, штурман выбегает, я просматриваю камушки. А здесь камушки, ты просто дубасишь себе и все. Это несовместимо с жизнью вообще ССки. Да, день в трофе, это 1,5 минуты на СС. 1,5 минуты в Это так. Реально, если даже нет возможности приехать сюда, то хотя бы дома поучаствовать в этом формате. Это просто безумно интересный, зрелищный, динамичный формат. Это квинтэссенция оффроуда. Это все цвета оффроуда в маленьких секциях, которые показывают все возможности экипажа и машины. Вот на коротке. И в том числе и моральные качества. Потому что было тяжеловато выдерживать именно нагрузку психологическую все эти дни. Так получилось, что мы со старта влезли в тройку. И когда тебя подпирают постоянно, и еще больше груз, и ты за машину больше переживаешь. То есть это очень круто. Начинаешь пороть бока. Да. На какой-то день выровнялись, поехали в своем режиме. Да. Very great competition. The first day under the extreme conditions. Many rain. It doesn't stop anytime. So it starts to tough. Especially for those who are not used to the rain every day, every time. So we live in Colombia, we come from Colombia, and of course there are regions where rains a lot, but especially in our region it's too dry, so there is not too rain as we saw in the first stages. General impression is a very nice career. We enjoyed a lot. For those who love the 4x4 sport, this is the special place to enjoy. Yo pienso que lo más memorable, digamos, del RFC este año es la amistad con todo el mundo que se consiguió. Todos, o sea, el RFC es una gran familia y parece que todos fuéramos como conocidos ya, como si nos conociéramos. O sea, es algo impresionante. Todo el mundo quiere ayudar a todo el mundo, no importa si se está en competencia o no, pero es algo muy interesante. Вань, ты будешь скучать на машине? Да, обязательно. Жду не дождусь его приезда и буду резать. А это он? А? Это он или она? Не знаю. Давай! Тоже сами будем загружать, да? Саня как местный коп. Так, у нас почти собраны вещи. Сейчас у нас будет кофе, и мы едем к автобусу. Команда Колумбии загрузилась. Мы говорим спасибо этому дому. Было очень уютно, хорошо, просторно. Понравилось, да? Да. Дом отличный? Да. Едем на автобус. На автобус или в автобус? Едем... Как правильно произносится? Мы едем на машине. На машине на автобус, да. На машине на автобусе. Да, автобусе. Шпинсгауэр. Пансгауэр. Лапландер. Ну это? Да. Да.
Так, тут где-то стоит прачка, которую мы таки не добрались. Все 2 дня не могли успеть. В общем, грязные вещи везем в Куала-Лумпур. Bye-bye. Что скажем, спасибо нашей техподдержке. Все время были рядом. Очень вкусно готовили. Сложилось такое впечатление, что приехало гораздо больше людей, чем уезжает. То есть был полный автобус. А сейчас мы свободно сидим. Даже есть свободные места. Вот второй автобус. Попробуем вот такое блюдо. Делается оно в бамбуке. Бамбук раскалывается, и тамба, я так понимаю, это рис. Рис и курица. Мы в Куала-Лумпуре, вот сразу наша машина. Отель Ибис, уже знакомый нам по церемонии открытия. Завтра выезжаем, будем участвовать. На ней? Да. Хараян. Хараян 2020. Не успели приехать, Ваня сразу в машину прыгнул. Он даже привез с собой из джунглей какую-то траву. Опа, знакомый звук. Будь здоров. Ой. Давай еще вниз. На второй этаж. Да, вот здесь все начиналось. Вот наш гараж. И здесь мы попрощаемся на некоторое время с нашей машиной. Скоро ее погрузят в контейнер и отправят во Владивосток. Он, короче, говорит, что ты шире, чем Нива, поэтому сюда не войдешь. Я чуть-чуть шире, чем Чикика. Серьезно? Да. А вот место есть. Ага, втиснуться. Наверх. Право, еще право. Еще. Давай вперед, вперед. Ну все, машина припаркована. Ты отключался? Отключил, да? О, наконец цивилизация. Здесь играет Merry Christmas. Даже как-то не верится, потому что на улице плюс 32. Hello? Так, ну пока день очень хорошо проходит, наша техническая поддержка забрала спящего туриста, из Гуамусанга.
Он опоздал на автобус, он привез его сюда. И сейчас по пути нас отвезет в нашу гостиницу. Да, с виду этот поджарик так выглядит так себе, но внутри здесь установлена блокировка пневматическая и пневматический ручник. Такая тема. Ну и плюс датчики. Там датчик давления воздуха, температура, потом расположение звезд и так далее. Да? Я правильно все говорю? Ага. Все. Разбирающиеся в машинах люди сказали да. Наш дом на ближайшие 2 дня. Не знаем, что там внутри. Нашли на букинге. Но вроде отзывы хорошие. О. Смотри. Его понял, полотерна. Сейчас откроем, домой зайдем. Короче, мы на букинге заказали. Судя по внешнему виду, что-то не... фотографии, наверное, не те. Зачем открывать? Блин. Че, парни? Надеюсь, там нормально. Ай. Ну, а что, балкона нет? Балкона нет. Видео. Загружаемся домой. Мы сейчас отправили машины уже до контейнеров. И я предлагаю ребятам доехать до нашей гостиницы на такси. Это где-то в 3 километрах отсюда. А парни предлагают почувствовать жару и пойти пешком. Сегодня 30 градусов. В Куала-Лумпуре тоже есть гаражи Наташи. Не только для машин, но и для мотоциклов. Ты говорил долго, ты шмелишь? Ну, час, нормально. Сэкономили 150 рублей. Да. За 3600 метров. 3 километра. Че, Ваня, вспотел? Жарко? Нет, совсем нет. Конечно. Рассказывай. Ваня, это видео? Да. Я думал, фото. Саня, это фото. Тут, короче, такая тема. Димон все свои деньги просадил в автоматах. Вообще, кажется, азартный парень. Вот он делает ставку. Так, подожди.
Это большой выигрыш, средний, низкий и почти без. Что, большой самый? Самый большой. Джекпот. Окей, поехали. Давай, открывай. Клади депозит. Депозит. О, один депозит. Пошел в банк. Весь пакет. А ты надо было дождаться той. До того депозита. Ту не будешь слушать? Да? Все, закрываем? Закрывай. Что-то произошло с лифтом, мы шли на 4-й, он резко включил вверх, и непонятно, куда едем. Нажми 4. А 37? Очень странно. Наверх едем? Ну, уши закладывай, значит, наверх. У тебя стало большое лицо, да? Раздуло. Теперь мы, короче, резко вниз летим. Не открывалась дверь, ничего. Надо на всякий случай, короче, колени прижать вот так и прыгнуть вовремя. Нифига скорость. По 4 этажа за секунду. Вау. Хотел прыгнуть, да? Полет. Так, ну что, мы сейчас выезжаем из Куала-Лумпур. Граб такси, оказывается, ночью берет только по кредитной карте, наличку не принимают, и поэтому сейчас уже 5:30, но они не берут наш заказ. Ну и мы с удовольствием взяли индрайвер за 100 рингит, плюс 10 будет у нас, скорее всего, проезд в аэропорт. Вот водитель, его зовут Заливазри. Вот, красавчик. Сейчас приедет за нами, и мы поедем домой. У нас... Что, как, готовы? Да, готовы. Мы садимся на поезд Владивостока. До Владивостока, да. Да и Кучка. Же? Команда зеленых рюкзаков загружается на самолет. Да, Саня, на этот раз халявы не будет, да? Какой халявы? Ну, типа, много пустых мест. Уже пробка. Aircraft which you will have to transfer to shortly. This will take approximately 10 to 15 minutes before we commence the disembarkation and transferring process. I apologize for this inconvenience. I'd like to thank you for your understanding and patience, as safety is always our top priority. I will get back to you once we have further updates regarding the new aircraft. In the meantime, once again, thank you for your understanding. Жестко. Дайте фильм смотреть, да? Технические проблемы у самолета. Ну, самолет менять будет. Ну, он заклинил у него подкрылок. Тоже не первая техническая проблема. Мы когда летели сюда, тоже была задержка на 10 часов. Может быть, это был тот же самый самолет. Что за значит? А, они еще будут там украшать это все? Подушки раскладывать, да? Ну, вроде, да. Пледы раскладывать, наушнички.
Ну ладно. Так, ну что, филиппинки покидают самолет. Сейчас мы пойдем туда, надеюсь. Я никогда в жизни так часто не садился на самолеты. За этот час, ну, второй раз. Carefully, as we take you through some important safety features specific to this aircraft, as it may differ from other types of aircraft. Put your baggage in the overhead compartments or under the seat in front of you. It's important to keep the aisles and exits clear. Fasten your seatbelt by pushing the two metal ends together until they click and pull to tighten. Все по электронике, наверное. Вон другой самолет поднимается одновременно. Да, вон. Видишь? Взлетает. Четко, да? Number is B1. Саня только в конце узнал, что все это вот так двигается, шевелится и загибается. Четкий салон. Телевизор. Wi-Fi, 3G. Ну, платный, правда. Да, опять это Токио. Короче, мы опять в этом аэропорту. Мы тут уже все знаем. Были. Да? Скучно, да? Сутки сидеть здесь. А если нет, конечно. Да, не сутки, 22 часа. 22 часа. Даже больше. Да и меньше, потому что мы же с задержкой вылетим. Да. Саня проходит таможню, паспортный контроль, мы уже прошли. Да, мы прибыли в Токио. В общем, ситуация такая, что у нас виза, оказывается, двойная. То есть нам, я думал, будем сидеть в накопителе там международных вылетов. Но мы сейчас свободны на передвижение на один день, то есть до завтрашнего вылета. И здесь в Токио достаточно холодно, 6 градусов. Вот. Сейчас не знаю, какие будут планы, но, скорее всего, останемся в аэропорту и будем ждать вылета. Вот, Ваня себя чувствует в Японии как рыба в воде, поэтому теперь он наш организатор. Ваня, какой план? Поднять второй этаж и упасть, и лечь и спать. Другого нет. А сакура? Цветущая, где? Да, в аэропорту затихает жизнь где-то после 8, в 9:30 закрываются все точки питания, в том числе Макдональдс. Мы успели поесть. Буквально я перед закрытием заказал еду. Вот такие бутики. Ребята взяли 7-Eleven, не стали рисковать. Вот так вот мы. Вот такой вот у нас гостиничный номер. Бесплатный. Бесплатный, но.
Что еще? Что еще рассказать про аэропорт Нарита? Поужинали. Поужинали. Можно? Покажи, там наши вещи. Вещи лежат, а? Вон там в конце парни забили места. Такие четкие туалеты в аэропорту. Это один из крупнейших международных аэропортов. Просто идеальная чистота. Парни говорят, даже где-то есть спирт. Мне кажется, вот здесь. Остальные кнопки я не буду нажимать. Там, по-моему, надо сидеть на нем. Ну, кстати, Валли ездит по аэропорту, убирается. Четкий такой, новенький. Бактерии собирают. Бактерии собирает на себя. Надо попробовать его сенсоры. Покататься на нем. Покататься. Так, только я обрадовался. Мы тут забронировали места. Оказывается, этот этаж закрывается, нужно идти на второй. А там у нас брони нету. Сейчас там все люди там внизу, наверное, все места заняты. Нас всех выгоняют. Нас выгоняют с нашего номера. Давай начнем паниковать заранее. Если не найдем места, что будем делать? Вот, Капсуль. Такая вот курилочка. Ага. И курить не надо. Ну. Вот, короче, VIP-места все заняты. Мы сейчас Ваню найдем. Предложим пойти вниз. Он сидит. Ты че? Ваня, VIP-место занял, да? VIP-место. А, красавчик. Кстати, курилки прочищаются, оказывается, каждую ночь. Что, в бассейн пойдем, да? В бассейн, пошли. Сейчас. Идем. Что, парней ужин? Да. У нас там внизу вообще дубак. Конечно, я говорил, где же дубак. Да слышите, вот я еще доехал. Ну ты-то в люксе, тут нормально. Да, тут хаос. Ну вот такой вот завтрак. Приятного аппетита, Ваня. Такой завтрак выходит где-то 400 рублей. Свой зеленый сдал, да? Ваня вообще спортик. Не ходит по эскалаторам. Правильно же говорю, да? Да. Мы уже очень долго в аэропорту. Двигаемся очень медленно. Скоро вылет. Регистрация. Саня идет. Та-да! Сигарету смотри. Ась, Другое не смотри. дорогие же. Другой не смотри. Я видел, как вы поглядывали. Когда возьмешь интервью? Да. Ты когда мне дашь интервью? Нет, это ты когда возьмешь интервью? Я всегда готов. Готов. Надо было вот утром в 5 часов надо было у меня интервью сделать, пока я спал и сон мне говорил. Да слышите же, вот я уже доехал. Ага. Да, ну все. Да, вот мы пойдем. Еще
Полпути мы прошли. To fasten your seatbelt, insert the metal tongue into the buckle. Ваня, колодки износились, да? Да, подрульки не работают. Дамы и господа, добро пожаловать в Владивосток. Температура воздуха 34 градуса, местное время 18 часов 32 минуты. Откуда? Как тебе Москва? Я думаю, это Питер. Владивосток. Мы дома. Почти. Адрес посмотри. Да, мы во Владивостоке. Саня за рулем. Мы уже предупредили, что тут ездит по правой стороне дороги. Едем в гостиницу. Первым делом, что мы сделали во Владивостоке, это, конечно же, купили пельмени. Как мы по ним соскучились. Салат сделали. Не острый. Салат оливье. Пусть будет оливье называться. Майонез, сало, полукопченая колбасочка, ливерная, молоко, ферри, русский сахар. Саня, ты что так стоишь? Да, так выходят наши колумбийские друзья, 150-й экипаж, и после них сразу... Выйдет, да? Да, парни собираются в долгую дорогу. С собой нету. Здесь мы переночевали. Саня, вспомни бассейн, да? Дверь. Есть, да? Пришел, да? Бля, Бумага, агалары. О, обратно едет. Уже прошли гонки, вы уже в городе Якутске. Расскажи свои самые главные впечатления от гонок. Ой, самое главное впечатление, да, это... А можно я так словами скажу? Там, ну, такие слова, например, дождь, там, жара, там, всякие насекомые и поломка.
и, конечно, впечатления самой от гонок только самые яркие. А так вкратце можно только такими словами озвучать. Скажи, вот те поломки, которые были, да, на соревнованиях, можно было их как-то избежать? То есть ты знал какие-то вот слабые места автомобиля и перед началом самих гонок? Я знал одно слабое место в своей машине. Это наконечник рулевой. Он для меня всегда был таким проблемной частью, такая слабая часть, ну, можно сказать, слабый элемент. Я знал, что она по-любому сломается, и как бы мы взяли с запасом запчасти, да, там, ну, именно то, что она только сломается, там, 3 наконечника взяли, 3 тяги, и в основном мы были уверены, что больше ничего не сломается. Можно ли избежать поломок, да? Вот то, что я сказал насчет наконечника, избежать невозможно. Вообще никак, потому что у нас артикуляция как бы большая, и нагрузка не выдерживает. У нас машина спроектирована чуть-чуть не так. Ну, наверное, в будущем исправим. То, что вторая поломка, привод сломали, это по ошибке. Мы сами были виноваты. Допустили это. Ну, она нам очень дорого обошлось. И все пошло по цепочке, да, там и сначала наконечник, потом привод, потом рулевая тяга, потом мы привод как-то исправили, рейку купили. Ну, все равно до конца вот гонки у нас мелкие поломки были, но это нас не остановило, как бы, так можно сказать. Да, вот еще многие спрашивают, почему, во-первых, камеры поставлены в колеса, то есть почему не бескамерка? Без камерка. У нас такие диски, да, легкосплавный диск, он у нас мягкий, потому что на нашу машину другие диски не подходят. Мы именно подтачивали вот этот диск под эти ступицы, ну, как бы покупали кованые диски легкие, облегченные. Ну, как бы кованые, но она мягкая, мнется по камням. У нас уже летом было, мы в Хабаровске участвовали, у нас были такие моменты, да, там колеса бортировались там 3 или 4 раза. Это у нас очень отбивало взад, как бы, да, по баллам, можно сказать. И второй момент, это можно было накачать, и можно было быстро ехать, там, держать удары, да, там, камни, боковые удары, да, там, типа колея, там, избежать. Если бы не камеры, да, мы, наверное, у нас были бы проблемы каждый день с колесом. Это как минимум 2 раза в день, потому что в день по 6 секций. Секции сложные, это там то едешь вот так вот боком, можно сказать, то мордой вниз, то мордой вверх, камни. Ну, какой день это был? Кажется, 3-й или 4-й день у нас это все-таки случилось. У нас сорвало соски с камер. То, что диск гнется, попадает вода, шина не держится, проскальзывает и проворачивать можно камеру. А так она держалась. Она показалась с хорошей стороны, конечно, но в будущем, наверное, что-нибудь другое поставим. Будем уже думать над этим. Какие планы по модернизации автомобиля? Модернизации, конечно, будут шикарные, да, там мы машину уже отправили, она уже плывет, наверное. Как приедет, в Якутске встретим, будем разбирать. В первую очередь это для нас будет сужение. У нас машина очень широкая, 2.10, кажется, если я не ошибаюсь. Будем минимализировать, там хотя бы 1,90 м, чтобы было. У нас слишком широкая машина, как бы мы не можем попасть, как бы, в створ. Да, в створ, в коридор, можно сказать, да, там очень сложно, из-за этого приходится медленно ездить, да, где-то аккуратно, хотя могло бы иначе, там быстро пролетел, да, там, ну, коридоры уже получаются больше. Вторая, будем думать над рулевой. Это у нас очень больная тема. Не знаю, что ставить. Ну, интернет, наверное, нам в помощь. Будем смотреть другие машины. Мы уже подсматриваем.
Будем думать о подвеске. У нас сейчас стоит пружинная подвеска, пружина амортизатора. Будем, наверное, думать о койловере или пневмоподвеска, да, там, ну, чтобы более такое было. И вот мелкие доработки, там, главные пары, наверное, подсчитать, да, там, улучшение двигателя, можно сказать, охлаждение, да, там, по чуть-чуть, все равно там накопится. Благодарность, конечно, это всем, да, но у нас спонсировала компания Майтона. Для них очень, как бы можно сказать, очень большое спасибо, благодарность за то, что они поддержали. InDriver тоже очень помогло. Даже в Малайзии он нас очень выручил. Пару раз, да? Да, даже не пару раз, там пару-тройку, наверное. Усалданский ЛУЗ поддержала мой родной наследник, Усалданский ЛУЗ из села Батагай. Им очень огромное большое спасибо за то, что поддержали, помогли. Да, также хотелось бы поблагодарить автодорожный факультет СВФУ, отдельная благодарность, заправка «Паритет», магазин «Самурай» очень помог, магазин автозапчастей, да, там «Авторитет». Ну, самое то, что запомнилось, там жарко. Постоянно день и ночь жарко. Вот самое сложное. А в основном там насекомые эти можно терпеть. Глина вообще другая, не как у нас, даже не смывается. Ага. А чем отличается еще, как бы для машины? Ну, там вот секции не можно переугадать. Там секции каждый раз меняется после каждой машины. И колея другая появляется, поэтому переугадать невозможно. Скажи, вот, ну, многим понравилось прохождение последней секции, да, задним ходом. Как вы к этому пришли? Там мы то ли 2, то ли 3 часа сидели возле СС и смотрели, как другие проезжают. И несколько вариантов у нас было там. Вешку сбить. И, короче, выбрали вот последний вариант, который вы увидели. Мы заходили СС сразу задним ходом и старались, короче, более крепкой стороной заехать в эту яму. Давай так, самое твое яркое впечатление о Малайзии? Бассейн. Бассейн в отеле, да? В отеле. Мы и днем участвовали, и вечером ремонтировались, как бы у нас, получается, день и ночь соревнования было. И без техподдержки нам сложно было бы. Они и кушать готовили, и палатку ставили, даже кровати ставили. Без них сложно было бы. То есть на такие соревнования нужно позаботиться, да? Обязательно, обязательно. Хотелось бы поблагодарить Андрея Каткова, штурмана. Он помог советами, что одеть, какой обувь, какие штаны от пиявок. И на каждой секции он помогал советами.